Здравствуйте, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Меня зовут Наталья Тимирбаева, я главный редактор «Кактус Медиа». Сегодня у нас в гостях Юрий Филев. Он эксперт сообщества Монтессори «Дети» и Монтессори Гид. Здравствуйте, Юрий. Добрый день. Давайте для начала мы расскажем вообще, что это за сообщество, что такое Монтессори Гид и что вы делаете в Бишкеке. Эксперт сообщества Монтессори «Дети», эксперт сообщества «Секрет детства». Я в многих местах работаю. Прежде всего, я работаю непосредственно с детьми. Причем я работаю с детьми как дошкольного возраста, так и школьного возраста. Но сейчас у меня в большей степени школьный класс. То есть, прежде всего, я, говоря привычными словами, учитель. Но и учитель может быть и для дошкольников. Сюда меня пригласила фонд Роза Тумбаевой, да, попросила прочитать лекцию. Так как я здесь почему-то именно в Средней Азии очень интересуется именно моими разработками, моими тезисами, то есть приехала часть из Казахстана тут же, вот пришлось срочно организовать дополнительное обучение уже непосредственно специалистов на месте, но мы справились, то есть я в субботу прилетел с самолета, в этот же день у меня была после 5 часов до 10 часов вечера у меня была уже лекция. На следующий день у меня утром лекция в конференц-зале. После этого сразу же у меня лекции обучающие. Я стараюсь как могу, потому что интерес большой. И на самом деле у вас здесь достаточно все развито. И педагогическое сообщество Монтессори, сообщество Кыргызстана готова к тому, чтобы сделать следующий шаг и выйти на высокий международный уровень. А чем принципиально методика Монтессори отличается от других методик, практикуемых в обычных школах? Обычно работа делится на два типа. Есть обычная работа фронтальная. Что такое фронтальная работа? Это я посадил перед собой класс детей. Или если брать дошкольные, то посадили, и мы лепим все зайчика, допустим, из синего пластилина. Рыбку особенно я люблю. Да, что делать тому ребенку, который в этот момент времени не хочет лепить? Не то, что он не любит лепить. Просто либо в данный момент времени, в силу возраста, он еще не хочет лепить, либо в дальний момент времени его привлекает что-то другое. Да? Он может быть и не против лепить, но как-то позже. Вот в этом моменте. А надо лепить, потому что у учителя план и запланировано лепить именно зайца-рыбку. То есть я не могу слепить рыцаря или НЛО какой-нибудь, да? Это недопустимо в рамках фронтальной работы. И в рамках фронтальной работы считается, это традиционная педагогика, считается, что ребенок это пустой сосуд, который необходимо наполнить. У нас позиция немножко другая, прямо скажем, не немножко, а совсем другая. Мы рассматриваем ребенка как семечку, в которой есть внутри уже вся информация заложена для развития. Например, мы же не пытаемся каким-то образом рассказать косточке арбуза, как превратиться в арбуз. Вся необходимая генетическая информация там есть. И если мы будем говорить арбузу, как правильно расти, будем за листик его тянуть, то я не думаю, что мы ему пользу принесем. Да? Очень часто родители еще говорят: ты не арбуз, ты персик. Да? И это тоже не сильно помогает арбузу, потому что он все равно вырастет арбузом, только он может быть либо маленьким арбузиком быть, либо арбузищем. Да? И что мы можем сделать как родители? Да, это отдельный разговор про комплексы, я бы не стал бы так уж драматизировать. Имеется в виду, что мы можем сделать как педагоги. А что делают садовники? Создать правильный температурный режим, когда нужно полил, вовремя удобрения внести. То есть у нас средовой подход в методе Монтессори. Мы помогаем естественному развитию. И когда дети же разные, вы же не будете с этим спорить, что дети все разные. И у нас так организована среда, что когда у ребенка включается определенная потребность, у нас уже все готово для того, чтобы ребенок мог эту потребность реализовать. Вот такой средовой подход, в общих чертах и называется метод Монтессори. То есть мы исходим из естественных потребностей, интересов ребенка. Как-то так. Это сложно, потому что гораздо проще, конечно, всех посадить рядком и дать тот урок, который... А тут у меня
каждому ребенку нужно что-то свое. И каждый ребенок находится в своей собственной точке. Юрий, вот это очень четкий и очень понятный образ, но с арбузом-то все понятно, а с ребенком-то вот непонятно. Вот, Конкретизируйте вопрос, чтобы вам было более понятно. как каждый нормальный родитель, я пытаюсь понять, да, кто передо мной, вот кто у меня там получился, арбуз или персик, да, я пытаюсь создать. Понятное дело, что условия-то для арбуза и персика должны быть разными. Я пытаюсь создать. Вот как мне понять, правильные ли я условия, правильный ли температурный режим, пользуясь вашим образом, я создаю как мама, как Ну, педагог? тут, в принципе, все понятно, в каком плане. Есть теоретические обоснования. Метод Монтессори на самом деле создан достаточно давно, и он доказал свою эффективность, потому что даже те ВГОСы, ну я не знаю, как в Кыргызстане конкретно, но ВГОСы вот у нас, например, существуют, они созданы под нас. То есть это такие декларации, когда говорят, а вот мы хотим, чтобы вот это было в ребенке. И не знают, как их реализовать. Мы знаем, мы понимаем, и есть возрастная периодизация. Условно говоря, есть первый план развития от 0 до 6, есть второй план развития от 6 до 12, где... Что такое план развития? Это когда сопоставимо с метаморфозом у насекомых, когда настолько все влияет, изменяется. Например, не все знают, что стрекоза, например, будучи личиночной стадии, она вообще живет в ручье и питается рыбками, достаточно крупными иногда. То есть о том, что она будет летать в личиночной стадии, это совершенно не очевидно. Точно так же и здесь. То есть каждому возрасту нужен своя среда, свои подходы. Условно говоря, мы не хотим от ребенка ничего искусственного, мы за ним наблюдаем и смотрим, что ему нужно. Но если говорить о первом плане развития, а меня пригласили сюда именно по дошкольному, то есть это от 0 до 6 лет, то, собственно, лозунг этого возраста – это «помоги мне сделать самому». Я сам. Дети всегда говорят «я сам». Понимаете? Это правда. И, собственно, все, что мы делаем, это даем ему возможность себя реализовать. Это очень, по большому счету, несложно. Надо организовать так, чтобы он самостоятельно мог помыть руки. Все должно быть соразмерное. Представьте себе, что вы взрослый человек, заходите, я не знаю, там, в ванную, а там кусок мыла размером с буханку. Насколько вам удобно будет руки мыть? Неудобно. Представьте, я обычно говорю, когда, допустим, среду мы для детей дома, в домашних условиях пристраиваем, я говорю, первое, что я советую, сядьте на пол, посмотрите, как мир выглядит глазами ребенка, взгляните на мир его и постройте среду так, чтобы ему было удобно. То есть не надо ничего разрешать, не надо ничего запрещать, все делает среда, просто простройте среду правильно. То есть, условно говоря, если вы выключатель делаете на уровне ребенка, значит его им пользоваться можно. Если он расположен высоко, это запрет, значит пользоваться им нельзя. И, соответственно, одевание, раздевание, это просто удобная одежда, удобные пуговицы, молнии. Не какой-нибудь стильный комбинезон, который ребенок не может им сам воспользоваться, а что-то такое, что ребенок может, ну, например, в 3 года, если это брюки будут на резинке, ему будет доступно самостоятельно это снять, одеть. Ну, в общем, мы смотрим на то, что ребенок, он показывает все время сигналы, он все время об этом говорит, он все время этим пользуется, теми полномочиями, которым мы ему доверяем. Ну, собственно, мы доверяем ребенку, и он платит нам взаимностью. Я согласна с вами, но мне очень часто приходится слышать и от своих собеседников, и от своих подруг, ой, да мой ничего не хочет. Сидит там в своем гаджете, и все на этом. Ну, вы должны понимать, если говорить о гаджетах, это говорит про любого возраста. Тут есть 2 нюанса. Нюанс первый по поводу гаджетов. У него очень громкий голос. Он очень сильно завлекает. Да? И, соответственно, экрану ребенку очень сложно сопротивляться. Там еще есть определенная частота, которая его просто завлекает, и ребенок становится такой. Поэтому, ну, на определенном этапе, то есть, условно говоря, смотрите, когда были древние люди, то ребенок сам себя программирует, по сути, да? Он видит у древнего человека в руках лук и стрел, он понимает, что это необходимо для выживания, и он пытается его освоить, да? В нашем конкретном случае проблема с гаджетом, она несколько искусственна, потому что на самом деле он для жизни нам не очень нужен, да? Это средство коммуникации. И, соответственно, когда мы говорим ребенку «почитай», а он видит, что все кругом в гаджетах, он стремится освоить то, что есть
у взрослых. И тут момент распадается на то, что настолько интересно есть у ребенка, чтобы не хотелось погружаться в гаджеты. Понимаете, вот индустрия игрушек, она так, я по одному из образований маркетолог, я умею хорошо продавать, но могу сказать, что сама идея детской игрушки появилась сравнительно недавно. И согласно исследованиям, не так много ребенку для того, чтобы вести свободную игру нужно. Раньше было как палка, там какой-нибудь там камень, и вот у тебя уже, вот, я не знаю, там, ты хоть с пришельцами общайся, хоть, я не знаю, на коне скачи, хочешь там, я не знаю, там, не знаю, как будь. То есть не суть, понимаете? Игрушка построена таким образом, то есть вот наша детоцентричная современная цивилизация, она устроила все таким образом, что интересны продажи. Причем с точки зрения маркетолога, игрушка должна себя продать сама, она должна очень сильно звать. Но после того, как ты ее получаешь, она не должна сильно ребенка затягивать. Она должна через час прекратить свое действие, чтобы я пошел за следующей игрушкой. И это бьется специально в такие центры, чтобы вы сделали как можно больше покупок. Хороший папа не тот, который пошел с ребенком в выходной на пикник в парк, да? А тот папа, который взял сверхурочную работу, чтобы купить какую-нибудь очередную киси-миси. Это у нас транслируется средствами масс-медиа в том числе. Понимаете? Поэтому вот ребенка действительно надо научить хотеть. По сути, это самое сложное. То есть я говорю, когда меня спрашивают, а что самое сложное, это научить его хотеть. А что такое научить хотеть? Иногда ребенок даже чувство голода почувствовать не может. Как его налетает куча мам, бабушек, дедушек и заталкивают его, осчастливливают его едой по самое не хочу. Ребенок должен испытать чувство голода, чтобы включиться и чтобы сказать, я хочу себя накормить. То же самое в интеллектуальном плане, то же самое в любом развитии. Мы предугадываем желание ребенка, мы его заваливаем впечатлениями, различные ресурсы. То есть сейчас во главе угла стоит что? Сейчас во главе угла стоит анимация, по сути. Это развлечение. И на самом деле на ребенка такое огромное количество информации обрушится с всех сторон, что он просто теряется в нем, перевозбуждается. Понимаете? И вот это клиповое сознание формируем в детях мы. Не в таком же состоянии не хочу, они же к нам не с Марса прилетают. Это мы с этим работаем. Это мы с ребенком таким образом добиваемся этого. Я очень много по этому поводу могу сказать. Например, как ребенок ритуалы простраивает. Да, хотите? Хочу. Ну, я хочу сказать, что ребенок никогда ничего не делает просто так. Ребенок все всегда делает почему-то. И если мы говорим о дошкольнике, да? Вот да, сейчас мы говорим о ребенке какого возраста? Это распространяется... Дошкольник, скажем так. И ребенок первого плана развития, до начала первого класса, скажем так. И ребенок не очень ориентируется во времени, и поэтому он свое время заменяет, у него есть такое понятие, как сензитив порядка. Сензитив это период особой чувствительности к чему-либо. Если применить к биологии, Хьюго де Фрис, такой ученый, он выяснил, что в определенной мере любая самка в улье, если она будет есть там какое-нибудь маточное молочко, то она разовьется в королеву. Это нужно делать строго определенный период. То есть вот на этом сделал открытие о сенситивных периодах. У ребенка тоже есть такие сенситивные периоды. Период, когда он хорошо писать может научиться. Период, когда чувства у него подключаются различные. Да? Период развития движений. Ну, в общем, там есть ряд. Причем об этом периодах говорит не только Монтессори. Это достаточно сейчас принятая концепция. Так вот, у ребенка в дошкольном периоде, особенно до 3 лет, очень сильная зацикленность на порядке. Но порядок это не там, где метут у ребенка, а порядок это его окружение. И так как он не может предсказать, он, допустим, днем заснул, и он уже может подумать, что это завтра наступило. То есть они не всегда это предсказывают. То ему очень важно, чтобы всегда все было одинаково. Понимаете? То есть в садике, когда ребенок спрашивает, я хочу к маме, когда моя мама придет, ты ему начинаешь рассказывать, вот мы сейчас поработаем, потом будет круг, мы песенки поем, потом мы пойдем гулять, потом мы покушаем, потом ты поспишь, а потом мама придет. И вот ему так становится понятно, понимаете? И ребенок все переводит в ритуалы. Именно поэтому ему так важно, чтобы вы ему перед сном почитали.
Потому что это ритуал. И если вы этого не сделаете перед сном, то он себя будет чувствовать, может даже заплакать. Да? Бывает такое? И такие ритуалы у ребенка достаточно частые. То есть ребенок выстраивает, так как он не может предсказать время, он выстраивает таким образом ритуалы. Ну вот пример, например, приведу. Иду я со своей дочкой 2-летней. Надо подняться на 5-й этаж. И мы заходим в магазин перед домом и покупаем там, допустим, чупа-чупсы всем, условно говоря. Она такая, ты дыц, ей очень понравилось, купили чупа-чупсы, она пошла, всех их несла, и каждому жителю дома всем раздала по чупа-чупсу. На следующий день она такая, туда. А я так понимаю, ага, 2-й раз я туда схожу. Если я схожу в 3-й раз, мы уже туда должны быть. Это формируется ритуал. И я говорю ребенку, знаешь, мы сегодня не планировали туда идти, но я услышал тебя, я понял тебя, как только у нас будет возможность, мы туда сходим. И ребенок понимает, делает вывод, что да, это клевая штука, и она происходит время от времени, но это не ритуал. То есть она как-то... Вот я хочу сказать, что все у детей есть, в том числе и гаджеты. Это взрослые люди, которые навязали им этот ритуал. Но ритуал формируется очень быстро. 2 раза, на 3-й раз уже все, ты обязан. И если у ребенка зациклилось, что он когда ест, и у родителей формируется такая зависимость, что ребенок может поесть только тогда, когда у него есть мультики. Вы видели в кафе этих детей, когда половина кафе мультики смотрят? Кто этот ритуал создал? Дети? Да, они не знали, что это так существует. Вы бы создали бы другой ритуал, они бы по-другому себя вели. Или, допустим, вы бы привыкли, что там перед едой надо розовыми лепестками стол посыпать. И они бы тоже это восприняли бы в виде ритуала. Поэтому, обращаясь ко всем родителям, думайте о том, когда вы что-то делаете. Видите в этом, смотрите на это глазами ребенка. Думайте о том, что вы формируете на завтра. И очень часто взрослые, они видят локальные какие-то моменты и решают сиюминутные вопросы. А надо смотреть на горизонт, что ждет дальше. Это немножко сложнее, но это стратегически гораздо более важно, нежели решение сиюминутных тактических задач. Да, мы можем при помощи гаджета уложить ребенка спать. Да, мы можем его накормить. Что будет завтра? А завтра будет вот это вот, что я не могу этому сопротивляться. И второй вопрос был связан «не хочу», да? Да. Ну, надо учить ребенка хотеть, Вот. конечно. Как? Как-то этому можно научить? Да, не растаптывая ростки самостоятельности. Вы видите, что ребенок, в принципе, если вы дадите ребенку ложку еще до года, он у вас с года уже будет самостоятельно есть. Понимаете, это особое такое строение. То есть, когда ребенок хочет переодеваться, ему нужно дать возможность переодеваться. Причем мы даем это делать таким образом, чтобы ребенок действительно что-то мог получить от этого. Ну, я не знаю, там, допустим, вот это распространенный способ, когда ребенок, допустим, причем в сотрудничестве с ребенком. То есть, когда мы просим ребенка поднять руки, чтобы снять с него майку, это учит ребенка самостоятельному переодеванию. Он может самостоятельно из этого извлечь товар, как ему самостоятельно сделать? Нет. Поэтому мы учим его сделать это вот так. Все, что мы делаем, нацелено на то, чтобы ребенок потом, позже мог это сделать самостоятельно. То есть в методе Монтессори не урок это называется, а презентация. Давай я покажу, как это делаю я. Да? И тогда, собственно, что у ребенка? Я хочу. И, то есть, мы создаем такие, если говорить о классах, да, то мы создаем такие красивые материалы, и он ее зовет. Ребенок хочет что-то заниматься. Он дома какую-нибудь вазу увидел, какую-нибудь, я не знаю, тарелочку красивую. И мы даем возможность ребенку с этим поработать. И, условно говоря, что случается? Рождается «я хочу». Это, у нас называется такая энергия жизненная, хормы, да? Это жизненная энергия, которая дается ребенку на развитие. И вот эту энергию ежедневно надо использовать. И постепенно у ребенка вырастает свой собственный скелет, на который он может опираться. Я имею в виду такой психологический скелет, на который он может опереться, когда он может свои собственные решения принимать. И вот это поле создания самостоятельного решения, оно тоже должно присутствовать. Но это же просто. Ты какой ложкой хочешь есть? Вот этой или вот этой, да? Ты какие утром носочки оденешь? Желтые или красные? Ты на прогулку с собой возьмешь варежки или перчатки? Дайте возможность ребенку быть собой, дайте возможность выбора, и он будет тренироваться. Но чаще всего нам гораздо проще схватить ребенка как мешок картошки, одеть его, завернуть, взять подмышку и куда-то транспортировать. Ребенок постоянно находится в контейнере, в коляске, в ходунках, в автомобильном кресле. Понимаете? И мы же смотрим на ребенка сквозь призму самостоятельности. Да, мы можем потратить на это больше времени сейчас.
Зато через какое-то время он уже может что-то сделать сам. Бывает же часто, когда не трогай, положи, ты не умеешь. Мне мама в детстве говорила, не мой посуду. Я говорю, почему? Она это достаточно взрослым. После тобой надо еще утирать, после тобой надо перемытирать, недостаточно. Ребенок хочет делать сейчас, значит, это нужно зачем-то ему сейчас. У него какой-то есть план. Не валите этот план. Постарайтесь понять, какая у него потребность, и дайте возможность эту потребность реализовать. А иногда приходится как? До 18 лет ничего не делать, потом 18 лет говорят, ну все, ты свободен, лети. А он уже не может. Крылья-то не выросли. Юрий, вот смотрите, вот тот пример, когда все лепят там, рыбку, а кто-то не хочет лепить. С одной стороны, это хорошо. Он не то, что не хочет лепить. Вот прямо сейчас у него есть какой-то другой план. Если мы этот план растопчем, то не получим ответ на предыдущий вопрос. Но не попадем ли мы тогда в другую ловушку дисциплины? Вот понятное же дело, что жизнь, она же не только рыбок лепить. Да, там, вот, например, да, сейчас... Да, есть такой момент присутствует. Сейчас нужно... Кому нужен? Заниматься. Ну, вот Да ребенку 12 нужно? лет. Да, он занимается... 12 лет это другое. Мы говорим, но вот 6-летний ребенок, он уже привык. И потом вот он пошел на плавание, например. Вот сейчас у него тренировка. Ну, это, не видите, попадем ли мы в второй план ловушку? развития. Не попадем... Там дети Да. действуют по-другому. И как вот эту ситуацию вывернуть? Здесь надо четко отслеживать, по чьей инициативе. Есть такое понятие, как субъектность. В английском языке есть, там, допустим, подлежащее сказуемое называется object, subject. Да? Объект – это тот, кто субъект, это тот, кто совершает действие. А субъект – это над чем совершает действие. То есть все, что мы стремимся, это свобода не является вседозволенностью. То есть, что такое свобода? Свобода всегда ограничена рамками. Вот мы сейчас свободны в этом помещении делать, ну, в принципе, захочу, подойду вот к этому светильнику, к столу, к камере, да? Это меня не ограничивает, это свобода, да? Но я не смогу пройти вот здесь, потому что есть граница. И, соответственно, границы, они присутствуют всегда. Вопрос только в том, что в рамках этой границы удалить ненужные препятствия, дать возможность ребенку. Все полномочия, которые выдаются ребенку, это ответ на ту ответственность, которую он может взять на себя. И если ответственность он взять на себя не готов, то и свобода у него не предоставляется. Условно говоря, если мы говорим о свободе, для того, чтобы ехать на машине, да, нужно получить права. Ты не можешь без прав ехать на машине, правильно? Или, допустим, если ты хочешь ехать на машине, то я могу поехать, я не знаю, хоть в Ташкент приехать, хоть в Фергану, хоть, я не знаю, там на озеро Иссык-Куль поехать, да? Но я же поеду с правой стороны. То есть, соответственно, с какими-то определенными правилами. На самом деле, в методе Монтессори правила, они стоят на очень важном месте. То есть, свобода одного человека заканчивается там, где заканчивается свобода другого человека. Понимаете, это даже уважение это зашивается, даже вот ребенок занял свой стол, все, на этом столе работает только он. Ребенок взял коврик и разложил на нем какие-то материалы, это его коврик, мы должны с уважением обходить его, ни в коем случае не перешагивать, потому что мы помешать можем его работе. Поэтому уважение и границы, они зашиваются точно так же. Они как бы впитываются с молоком матери. Это правильно, это нужно, и еще раз говорю, со свободой, как бы ответственность и дисциплина, как бы свобода и дисциплина – это две стороны одной медали. Невозможно одно без другого. Иначе, ну я очень часто говорю, если мы не можем детям своим объяснить, что такое правило, это будет объяснять Уголовный кодекс. Нам это надо? Нет, поэтому правила должны быть зашиты. Но мы в том числе и как модели поведения. Если у нас есть такое правило, мы не говорим, если у нас правило носим по одному предмету, значит мы и взрослые носим по одному предмету. А не говорим, что я взрослый, поэтому для меня это правило не существует. Мы модели, и мы прежде всего демонстрируем вот эти все правила, соблюдение этих правил, мы демонстрируем на себе. Мы их приняли, и мы их транслируем, что это важно в окружающее пространство. Насколько сложно изменить ритуал?
заложенный в ребенке? И как это делать? Ну, среда достаточно гибко должна подстраиваться под потребности ребенка. Единственный момент, что некоторые ритуалы просто отпадают сами собой, и на определенном этапе для ребенка это не становится так уж важным. Это больше, чем младший ребенок, тем этот ритуал более значимый. Просто на более позднем этапе мы уже думаем не о ритуале, а какой урок получит ребенок. Ну вот, например, сегодня я наблюдал в классе, там момент, дети, которые такие шумные, и которым, действительно у них есть потребность. Мы должны дать им возможность реализовать эти потребности в классе. А я вот сегодня наблюдал, что они говорят, вот вы там бегаете, у вас там идите на улицу погуляйте. То есть тут как бы момент, какой урок получил ребенок? Ага, мне достаточно побегать, и я получаю психическое преимущество, психологическое преимущество, я, допустим, могу это сделать, могу что-то не делать, а могу делать. Насколько это правильно для самого ребенка? То есть, по большому счету, ничего нового, кроме как не придумано положительного подкрепления, отрицательного подкрепления, условно говоря, кнут и пряник, да? Но люди часто выбирают отрицательное подкрепление, а положительное подкрепление работает куда лучше, да? Но только не в плане купить, вот если ты там, допустим, получил 5 в четверти, вот тебе велосипед, да? А в плане того, что это не обязательно какие-то моменты, это может быть, я не знаю, там, поход с папой в субботу, я не знаю, в парк какой-нибудь, там, прогулка, да. Ребенок должен знать, что ты видишь его усилия, что ты понимаешь. Достаточно иногда просто сказать, как у тебя здорово получается. Я вижу, я ценю это, я ценю твои усилия. Это для ребенка тоже стимул. Но тут мы впадаем, чтобы это не было оценкой. Да, потому что оценка тоже, она ребенка деструктурирует. В каком плане? Он начинает жить этой оценкой. Иногда бывает, когда привыкают, в любом случае говорят, какой ты молодец, незаслуженные, допустим, какие-то оценки. И ребенок что-то быстро начеркал, чтобы раз и свой молодец получить. Когда ко мне ребенок подходит, красивый рисунок я сделал, я говорю, а ты как думаешь, тебе сам как нравится рисунок, кто нарисовал? Он говорит, да, красиво. Значит, красиво. То есть мы переключаем ребенка с внешней оценкой на внутреннее осознание того, насколько это соответствует его собственным ожиданиям. Сейчас мы говорим о маленьком ребенке с 0 до 6, потому что уже к 6 до 12 в большей степени, это учитывая, уже, что наверное, все-таки... Я не считаю, что надо правильно сейчас говорить о 6-12, потому что у вас и школ таких пока еще нет, и меня сюда пригласили, как вот фонд Роза Атумбаева пригласил, как именно работать с дошкольниками, да. Еще раз говорю, после 6 лет, каждые 6 лет меняется среда, да, и меняются какие-то базовые характеристики, которые в ребенке заложены. Как я вам, помните, про стрекозу рассказывал. В личиночном состоянии она рыбку ловит под водой, и вдруг она летать начинает на воздухе. Поэтому тут надо смотреть более конкретно, но я боюсь, что мы в рамках этого интервью не сможем разобрать абсолютно все. Но какие-то моменты я могу рассказать, что и как делать. Я напомню, что у нас в гостях Юрий Филев, Монтессори-гид, который приехал в Бишкек по приглашению фонда Розы Атунбаевой. У нас в Бишкеке существуют детские сады, работающие по методике Монтессори. Школ пока, насколько я знаю, нет. Это сложно, надо сначала отладить работу с дошкольным периодом, и потом уже можно будет вот насколько я вас слушаю, я понимаю, что Монтессори педагогика ждет все-таки большой квалификации и от педагогов, потому что вот эта фронтальная педагогика, она проще. Вот я знаю, что мне надо лепить рыбку, всех сажаю, сказала, на самом деле я бы не стал лепить. Противопоставляться фронтальной педагогике, хотя многие коллеги мои так и делают. Я с большим уважением отношусь к людям, которые работают в садиках, которые работают в школах, потому что она не просто так появилась на ровном месте. Вот эта вот классная урочная система, вот эти вот подходы, они показали свою эффективность, понимаете? Потому что при минимуме вложений, при минимуме, то есть вы можете переехать из одного города в другой, и там вы пойдете в такую же школу. Да? Ну и сотрудник тоже переехал из школы, учитель литературы переехал в другой город, и он найдет себе работу в школе, как учитель литературы или там воспитатель детского сада. Это вещь такая
тоже необходимое. Я могу сказать, что я иногда какие-то фронтальные подходы могу использовать. Вопрос в том, что когда используется фронтальный подход, то ресурс ребенка именно по достижению, как вы говорите, я хочу вот этих своих собственных, он снижается. И ребенку нужно какой-то период реабилитации, чтобы он мог действовать самостоятельно. Иначе получится такой, на выходе мы просто говорим, ну а что такое, на работу взять некуда, он вялый, безинициативный. Ну потому что он вырос в этой среде. То есть надо как-то, каким-то образом эти вопросы решать. И ну, представьте себе, если у нас будет, все будут сильно творческими людьми. Понимаете? Красноурочная система, она возникла как ответ на необходимость появления работников на фабриках. Как Да. ответ на плановую экономику. Не обязательно. Почему? Это возникло достаточно еще, когда индустриализация была, не только индустриализация, когда вот стали заводы расти, фабрики. Нужен человек, который хорошо может выполнять одну операцию. Ведь не все знают о том, что еще 120 лет назад дети работали на шахтах, на ткацких фабриках. Это считалось нормальным, когда была маленькая продолжительность жизни. И ну, была другая ситуация, понимаете? Просто на нынешнем моменте, на нынешнем этапе нам просто на заводах не нужно такое количество людей, которые могут работать по инструкции, понимаете? И, соответственно, появилось большее количество запроса на то, чтобы человек сам мог сказать, условно говоря, я хочу, или проявить какую-то творческую инициативу. Вы же тоже такой человек, да? Вас же никто не говорит, что нужно сделать определенную операцию. Да? И, соответственно, запрос стал более широким. Сейчас нужны более люди креативные, которые могут взять замысел и которые могут, столкнувшись с препятствиями, преодолеть их и довести их до конца. Это тоже как бы нормальная ситуация. Поэтому я хочу просто поаплодировать даже работникам школ, детских садов, которые выполняют важную, нужную, своевременную задачу, дают возможность родителям заниматься своим делом. Ну, просто эта система очень инерционная, и ее изменить достаточно сложно. И дело в том, чтобы быть монтессори-гидом, действительно ты должен быть высококвалифицированным сотрудником. У меня 3 высших образования. Я еще музыкант. То есть я получил еще среднеспециальное образование. Понимаете, мы не можем всех специалистов подготовить по такому плану. Понимаете? Это достаточно сложная и ответственная задача. Поэтому каждый на своем месте приносит пользу. Я бы так сказал. Юрий, а как вообще вы попали в педагогику? Потому что у меня было много... Я не собирался. Честно вам скажу, в мыслях не было. Мое первое образование... Жизнь выбрала вас. Физика и технология материалов и компонентов твердотельной оптической квантовой электроники. Так называется моя первая специальность. Я даже не все слова поняла. Ну, в общем, условно говоря, физик-химик. Занимаюсь физической химией, химической физикой. Это разные вещи. Через детей просто пришел и выяснилось, что... Через детей собственных? Собственных, да. Это же было 90-е годы, было очень тяжелое время, и... Детей было мало, садики закрывались бурно, и... Детей в стране было мало. В странах, во всех наших странах, которые образовались после печальных событий 90-х годов. И да, я начал с того, что я сначала развивающие игры продумывал, потом я понял, что нужно, люди со мной стали общаться. Я был организатором на начальном этапе, так получилось. Потом было очень дорогое образование за границей, это... Association Montessori, да, и я интернационале, ну там, АМИ, в общем, организация, которая придумала лично Мария Монтессори. И я как управленец продумал о том, что вот надо получить лучшее образование, но я не мог никуда того послать, потому что бюджет был маленький. Я поехал сам. У меня в мыслях было, что я научусь и научу других. Какая прелесть. Когда я погрузился во все это, во-первых, я не знал даже, что меня ждет. Это в каком году было? В 93-м, наверное, ой, в 93-м. Это было в 2014 уже году. Я очень много итераций прожил. И я понял, что у меня это получается хорошо. То есть я прихожу, и дети вокруг меня сразу... Я на практику ездил. Да, они сразу включаются в работу. Ну,
я понял, что хоть в деньгах я очень сильно потерял. Учитель зарабатывает гораздо меньше, конечно, чем предприниматель, да. Но я принял такое непростое решение, и у меня была своя школа в Ставрополе, но я переехал в другую школу, потому что в город Улан-Удэ, потому что я хотел начать заново, то есть с нуля. И у нас получилось выстроить очень хорошую школу, которая прекрасно работает в городе Улан-Удэ. Она известна достаточно широко. У меня на практику приезжают со всего мира люди. У меня была ассистент из Америки, которая приехала ко мне помогать, да. Доктор экономических наук приезжал ко мне научиться ассистентом работать. Ну, в общем, да, получается так, что это как получилось... У меня всегда хорошо получалось ладить с детьми, но я как-то не видел себя в области непосредственно работы на классе, а после этого все кусочки пазлов сошлись, и я обрел то, что называется счастье. Да, у меня стало получаться, я понимаю, какой я востребованный, я вижу на детях какой-то положительный эффект сказывается. Я вижу, когда я вот как счастливы были люди пообщаться со мной в гостинице «Достук» у нас было там семинары раз за разом. Я вижу, как люди меняются вокруг меня и меняются в лучшую сторону. Я понимаю, что мое место здесь, и я делаю по максимуму все, что от меня зависит. Я сейчас сплю даже по 3-4 часа в сутки, потому что слишком много работы, которую просто надо сделать. Да. Ваши собственные дети тогда, получается, уже взрослые, если в 90-х Ну, годах? нет, у меня есть маленькая дочка, ей сейчас 4 года, ближе к 5. Да, но самый старший мой сын, да, уже вырос, он взрослый, и ему уже, аспирантуру он уже заканчивает. Он не занимается Монтессори? Нет, он издатель. Прекрасно. Он занимается издательской деятельностью. Видите, когда ты занимаешься методом Монтессори, ты должен быть готов к тому, что ребенок сделает выбор, который вам может не совсем понравиться. И вы готовы быть Я думаю, готовы что к этому к этому выбору. должен быть готов любой разумный родитель. Да, но так бывает часто, что я хочу научиться ногти пилить. Что ты, мой ребенок никогда не сможет, никогда не будет такого, чтобы мой ребенок этим занимался. Ты пойдешь в самый лучший вуз, будешь там, я не знаю, экономистом. И выходит такой человек, вот на тебе диплом, а я буду заниматься тем. И вот таких потерянных людей на самом деле много. Потому что кто-то привык за них принимать решения. О чем я хочу сказать? Что метод Монтессори – это о способности принимать решения, реализовывать их. А вовсе не какой-то чрезмерной свободе. С уважением относиться. Метод Монтессори – это не педагогический метод с моей точки зрения. Это образ жизни особый, образ жизни с уважением к детству. Понимаете? И вот когда мы живем с уважением к детству, на самом деле дети... Очень мало в мире занятий, когда ты делаешь что-то очень настоящее. Я хочу сказать, одно из самых настоящих дел, которые занимаются, это вот работать с детьми. И не правы те люди, которые говорят, что ну это же дети, вот смотрят на них сверху вниз. Чтобы с ребенком работать, надо стать на цыпочки и очень сильно-сильно потянуться. Потому что они что-то знают такое, что нами уже взрослыми уже утеряно. Да. И я хочу сказать, что в каждом, и в вас, живет внутренний ребенок. Надо найти его, погладить его по голове и жить с ним в мире и согласии. И когда вы найдете этого внутреннего ребенка, у вас все станет вы психически себя гораздо лучше почувствуете. Не надо с ним в противоречие вступать, не надо говорить, я взрослый, что я, ребенок, что ли. Потому что на самом деле нет ни детей, нет взрослых, есть люди. Это еще Януш Корчик сказал. Прекрасно. Есть люди, и давайте и будем этими людьми. Давайте будем уважать друг друга сразу, не на словах, а на деле. Уважительно относиться друг к другу. Спасибо большое. У нас, к сожалению, истекает время эфира. Несмотря на то, что вопросов и желания говорить осталось много, я думаю, что, несмотря на то, что мы все время говорили о Монтессори, на самом деле мы с Юрием говорили о том, как следует относиться к детям. Да. Уважение к детству. Спасибо вам, Юрий. Приглашайте, я думаю, что есть технологии, когда можно и через океан общаться. Сейчас, я готов возможно, с вами. все. Я напомню, что у нас в гостях был Юрий Филев, Монтессори-гид, приехавший в Бишкек по приглашению фонда «Инициатива Розы Атунбаевой». Вот он нашел время, чтобы приехать и к нам в студию.
Если у вас остались вопросы, вы можете оставить их под эфиром, который останется в записи, и Юрий ответит. Да, Ну, или... я хочу послать вам лучи добра. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо вам, До новых Юрий. встреч. До свидания. До свидания.